Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Война в судьбе народного учителя. Александр Васильевич Уляшев, учитель-фронтовик. В декабре 1942 года с урока физики девятиклассника Сашу Уляшева вызвали в военкомат. В военкомате Уляшеву объявили, что он призывается на службу в армию и скоро будет отправлен учиться в военное училище. Александру тогда едва исполнилось 17 лет. До окончания школы оставалось всего полгода. У выпускника по всем предметам были отличные оценки, и руководство школы выдало призывнику аттестат о среднем образовании. Так Александр Уляшев стал курсантом военного пехотного училища. В августе следующего года батальон, в котором служил Уляшев, был отправлен на фронт. Курсантов определили в 3-ю танковую армию, которую после Орловских сражений перебросили на Воронежский фронт. Эта армия с боями наступала на киевском направлении. В сентябре участвовала в боях при форсировании Днепра. Несмотря на непрерывную бомбежку и обстрелы, саперы батальона, где служил Уляшев, обеспечивали переправу наших войск. Здесь солдат Уляшев получил боевое крещение, а многих его воинов-однополчан поглотили воды могучей реки. На правом берегу Днепра сопки и овраги. Там танкам действовать было весьма сложно, а вот саперам работы было много. Жестокие бои не прекращались. Один из них, Александр Васильевич, помнил, как будто это было вчера. Танковая советская армия с юга двигалась на Киев. Танки могли идти только в одну линию. Для очистки дороги от мин саперский взвод посадили на боевые машины. Александр тоже разместился на броне одного из танков. Первые боевые машины перескочили через мост, а 4-я от попадания вражеского снаряда рухнула вместе с остатками моста во враг. 5-й танк чуть задержался, и это стоило жизни экипажу. Снаряд угодил в лобовую броню, а саперов ударной волной снесло с него. Рядовой Уляшев потерял сознание. Очнувшись, он увидел, что его танк горит. Вдруг страшный взрыв разворотил боевую машину. Александра Васильевича контузило, и он потерял сознание. Из-за контузии коми-боец стал плохо слышать, но в госпиталь идти отказался. И снова бои. Солдат Александр Уляшев принимал участие в освобождении Киева, а затем и других городов, населенных пунктов Украины. Затем были бои по освобождению Польши, форсирование многих рек, в том числе Вислы и Одера. За боевые заслуги Александра Васильевича Уляшева наградили орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени, Отечественной войны и 2 медалями за отвагу, медалями за взятие Берлина, за освобождение Праги, за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Прошагав 2 года по фронтовым дорогам, Александр Васильевич вернулся в родное село Помоздино, где стал работать учителем математики и физики. Затем стал директором Помоздинской школы. Школьники сразу полюбили учителя-фронтовика. С большим удовольствием они слушали его интересные рассказы о войне.
Напалков Дмитрий Георгиевич, заслуженный учитель школы Коми АССР. В 1941 году, после окончания исторического факультета Коми Государственного пединститута, был направлен на работу учителем истории в Усть-Усинскую среднюю школу. Когда началась война, мы учились в Сыктывкаре, в пединституте, вспоминал Дмитрий Георгиевич. Нам оставался последний экзамен по педагогике, назначенный на 25 июня. Нас попросили сдать его досрочно, чтобы отправиться на фронт. К сожалению, из-за болезни меня направили не на войну, а в Усть-Усинский район директором Новикборжской школы. Потом перевели в Усть-Усу, где стал работать учителем географии и истории. В апреле 1942 года Дмитрий Георгиевич ушел добровольцем на фронт. Пешком добрался до Кожевы, а затем на поезде до Архангельска. В Архангельске новобранцев обучали военному делу. В мае 1942 года Дмитрий Георгиевич Напалков прибыл на Волховский фронт. По-настоящему понял, что такое война, когда во время переправы через реку Волхов попали под артобстрел, вспоминал Дмитрий Георгиевич. 2 машины с ранеными были разбиты полностью. Вскоре коми-бойца в составе особого минометного батальона направили в полк, где прежде служил наш земляк, герой Советского Союза Николай Оплеснин. Командиры полка стали настоящими отцами для солдат. Они учили воинов премудростям, которые помогали выжить. Дмитрий Георгиевич вспоминал один очень тяжелый бой, когда пришлось вести настолько плотный огонь, что миномет буквально раскалился. После оборонительных боев, продолжавшихся до сентября 1942 года, части Красной Армии попытались прорвать кольцо Ленинградской блокады, но безуспешно. Зато нам удалось нарушить планы врага и оттянуть на себя немецкие части, готовившиеся к переброске на Кавказ и под Сталинград, вспоминал Дмитрий Напалков. После одного из сражений под Ленинградом наше подразделение попало в окружение. Когда прорывались из него, был ранен, очнулся уже в немецком плену. Об этой поре, своей военной судьбе, Дмитрий Напалков рассказывать не любил. Ведь фашистский плен для советского бойца – это медленная, голодная смерть. Дмитрию Георгиевичу Напалкову удалось выжить в плену. После демобилизации из армии в ноябре 1945 года Дмитрий Георгиевич Напалков продолжил работать в Усть-Усинском районе учителем, директором школы, инспектором райотдела народного образования. Сергей Лукич Куликов родился в селе Межадар в 1921 году. Еще до войны учился в Коми-пединституте. В октябре 1939 года со студенческой скамьи был призван в армию. Осенью 1940 года в звании сержанта был направлен на финскую границу, где и встретил войну. От Пскова до Чехословакии прошел его боевой путь. Служба его продолжалась и после войны. Демобилизован был лишь в январе 1947 года. После службы вернулся домой, продолжил учебу, окончил Коми-пединститут с красным дипломом и был направлен в село Старожевск. 37 лет обучал и воспитывал детей в Старожевской средней школе. Более 20 лет был директором школы. В 1987 году ушел на заслуженный отдых.
Много лет Сергей Лукич был активным участником художественной самодеятельности. В республике известен как поэт-переводчик и писатель. В его багаже около 130 своих и переведенных стихов, 30 рассказов, очерков, воспоминаний. Особое место в его поэтическом творчестве занимают переводы текстов песен и стихов о Великой Отечественной войне на коми-языке. Имеет много боевых и трудовых наград. Награжден орденом Знак почета, медалями за отвагу и за победу над Германией. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Николай Андреевич Исаков родился в 1918 году в деревне Шежам Айкинской волости Яринского уезда Вологодской губернии. Учился в Шежамской начальной школе, Гамской школе. После окончания в 1934 году Айкинской политехнической школы был направлен учителем труда в село Карткерос. В 1938 году Николай Андреевич заочно окончил Сыктывкарское педучилище и поступил на филологический факультет Компединститута. Начало Великой Отечественной войны прервало его учебу. С 24 июня 1941 года Николай Андреевич в действующей Красной армии. Воевал в составе 3-го Сталинградского механизированного корпуса. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Белоруссию, Прибалтику, участвовал в боях против Японии на Дальнем Востоке, в Китае. Войну закончил в Харбине. Демобилизовался в 1947 году в звании старшего лейтенанта. За боевые подвиги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, медалями за оборону Кавказа, за победу над Японией. С 1947 по 1978 год Николай Андреевич Исаков работал в Айкинской средней школе учителем русского языка и литературы. Являлся директором школы. Награжден знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда». Николай Федорович Некрасов родился в 1907 году в селе Гам. В 1923 году окончил Гамскую неполную среднюю школу. Заочно окончил учительские курсы и, получив специальность учителя начальной школы, молодой педагог учил детей в Княжпогосте, Межиге, Гаме. В марте 1942 года Николай Федорович Некрасов был призван на фронт. В Великом Устюге прошел военную подготовку. Первое боевое крещение получил в Сталинградском сражении. Николай Федорович Некрасов с боями прошагал пол Европы, воевал в Румынии, Венгрии. В одном из боев был тяжело ранен. После долгого лечения в госпитале города Тбилиси его демобилизовали.
В 1946 году в поселке Жешарт открылась начальная школа, и Николая Федоровича назначили директором этой школы. Под школу Жешартский фанерный завод выделил барак. Трудно было начинать работу. Не хватало мебели, учебно-наглядных пособий и письменных принадлежностей. Но учитель-фронтовик приложил всю свою энергию, знания, чтобы школа работала и дети могли учиться. Николай Федорович награжден медалью за оборону Сталинграда, орденом славы третьей степени. Дмитрий Яковлевич Кутьин родился 28 сентября 1922 года в селе Гам в семье учителя. В 1934 году окончил Якскую начальную школу, в 1937 году Гамскую неполную среднюю школу и поступил в Сыктывкарский лесотехнический рабфак. После окончания 2 курсов перешел на естественно-географическое отделение учительского института. Всего 1,5 месяца Дмитрий Яковлевич успел поработать учителем биологии в Обьячевской школе. В октябре 1941 года Прилузским военкоматом был призван в армию. Военная дорога Дмитрия Кутина началась с Борисовского военно-инженерного училища, где курсантов учили стрелковому и минно-взрывному делу. Учеба закончилась в июле 1942 года, и его определяют в 422-й отдельный саперный батальон, который входил в состав 256-й стрелковой дивизии. Эта дивизия одержала оборону и вела упорные бои на юго-западном побережье Ладожского озера, около станции Жихарево в городе Ленинграде. В прорыве блокады Ленинграда Дмитрий Кутин был тяжело ранен. Но после госпиталя он вернулся в свой полк. Со своими однополчанами он шел вперед к победе, которую встретил в городе Кулдиги. Демобилизован в декабре 1945 года. После войны Дмитрий Яковлевич Кутин работал учителем биологии и географии в Гамской школе. В 1952 году его назначили заместителем директора Айкинской средней школы. С 1956 по 1960 год он возглавлял Усть-Вымскую среднюю школу. В течение 17 лет являлся директором заводской средней школы рабочей молодежи в поселке Жешарт. За боевые подвиги Дмитрий Яковлевич Кутин награжден 12 орденами и медалями. Переписка работников тыла с бойцами фронта. Директору Сыктывкарской школы номер 1. Эти строки вам пишет боец, трижды раненый в боях за нашу Родину. Вы никогда не знаете, и я вас, может быть, никогда в жизни не встречу, но все же я вам пишу, так как меня сильно взволновало одно письмо. На днях я встретился в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии с жителем города Сыктывкара Туркиным. Он мне дал прочесть письмо от своей дочери, ученицы 4 класса вашей школы, Лидии. Это волнующие строки. В детских словах звучала беспредельная ненависть к нашему злейшему врагу, фашизму, и пламенная любовь к нашей матери, Родине. Эти благородные чувства в ребенке воспитаны вами, тружениками педагогического фронта. Это плоды вашей работы.
По этому письму я ценю весь ваш учительский коллектив. Такие результаты вашего труда – неоценимая помощь нам, бойцам, командирам и политработникам, непосредственно ведущим смертельную борьбу с гитлеровскими разбойниками. Воспитывайте в нашем молодом поколении советских чудо-богатырей, достойных наследников Чкалова и Гастелло. Вооружайте их знаниями человеческой мудрости и культуры. Пусть их детские сердца пылают смертельной ненавистью к немецким мерзавцам. Продвижение врага приостановлено на всех участках фронта. Наши войска переходят в контратаки. Недалек тот час, когда хваленным воякам-немцам мы оторвем головы. В победе, которую мы одержим, будет и ваша заслуга. Про вас тоже скажут в будущем, что и вы были героями Великой Отечественной войны. Политрук Бабышин. Дорогой товарищ Бабышин, день, когда мы получили ваше письмо, был праздником не только для учащихся 4 класса, но и для всей школы. Тот факт, что живое слово советского учителя помогает вам в борьбе с врагом, это наивысшая оценка нашего скромного труда. Мы, советские люди, беззаветно любим родную землю, ее защитников, которые, не щадя своего здоровья и жизни, отстаивают наше общее счастье. Мы в далеком от фронта Сыктывкаре чутко прослеживаемся к вашей фронтовой жизни, жадно ловим каждое известие о доблестных подвигах наших бойцов. Мы знаем их имена, гордимся ими, и в наших сердцах живет горячее желание хоть чем-нибудь помочь Родине в ее великой святой борьбе. Горячо верим в близкую и окончательную победу над гитлеровскими полчищами, в торжество нашего правого дела. Мы с исключительным энтузиазмом помогаем своей великой Родине. Ребята борются за отличную успеваемость. Мы помогаем семьям, ушедшим на фронт, выполняем работы, которые нам под силу. Работаем дружно и так, чтобы не стыдно было смотреть и глаза вернувшихся с фронта после победы. Это письмо пишет вам по поручению учеников 4 класса их классный руководитель. Я выражаю чувства и мысли всего школьного коллектива, всех педагогов и учащихся. Если учащиеся дают обещание учиться так, чтобы сделаться полезными гражданами великой страны, имя которой СССР, то учителя и администрация школы берутся им в этом деле помочь. И в дни тяжелых испытаний, выпавших на нашу долю, мы будем твердо идти одним путем с нашими героями и бойцами, путем труда, борьбы и побед. Шлем вам от всего школьного коллектива пожелание скорейшего выздоровления, чтобы снова иметь возможность вернуться на фронт. Сердечное спасибо за то, что среди боевых дел вы помните о школе, ее учениках и скромных наших делах. Пусть вечно живет наша великая страна, сильная своими героями, страна правды и счастья. Латкина, руководительница 4 класса Сыктывкарской школы номер 1. Сергей Иванович Майбуров, заслуженный учитель школы РСФСР, отличник народного просвещения, почетный гражданин Сысольского района. В 1938 году он окончил физико-математический факультет Коми-пединститута. Работал учителем физики и математики, завучем, директором. Сергей Иванович
участник Великой Отечественной войны. За боевые подвиги награжден орденом Отечественной войны первой степени. Василий Иванович Шишуков. Заслуженный учитель Республики Коми. Отличник народного просвещения РСФСР. В 1930 году окончил естественное отделение педагогического факультета Пермского государственного университета. После окончания университета работал преподавателем химии в различных учебных заведениях, а также в органах народного образования Коми АССР. Участник Великой Отечественной войны. В 1942-1944 годах служил в рядах Красной Армии в 39-м запасном стрелковом полку. Василий Иванович награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Степан Дмитриевич Некрасов. Заслуженный учитель школы Коми АССР. В 1942 году окончил учительский институт. Был призван на фронт. Награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за боевые заслуги. После демобилизации работал учителем физики и математики. Был завучем и директором Гамской средней школы, заведующим Усть-Вымского райотдела народного образования. С 1962 по 1984 годы заместитель министра просвещения Коми АССР. Петр Ионович Нехорошев, учитель-фронтовик. В 1938 году поступил на физико-математический факультет КГПИ. После окончания 3-го курса ушел на фронт. Окончил курсы Борисовского военно-инженерного училища в городе Архангельске. В годы Великой Отечественной войны был командиром взвода 164-го отдельного саперного батальона Западного, а затем Юго-Западного фронтов. Награжден орденом Красная Звезда. В 1952 году окончил историко-филологический факультет Компединститута. Работал директором Мохчинской средней школы-интерната, учителем и завучем в Выжимской средней школе. Письмо на фронт своим 3 братьям от ученика 10 класса Объячевской школы Анатолия Панева. Газета «За Новый Север», 23 сентября 1941 года. Братьям-воинам. Юный охотник, ученик 10 класса Объячевской средней школы, комсомолец Анатолий Панев, о котором недавно писала наша газета, написал письмо на фронт 3 братьям, бойцам действующей Красной Армии. Ниже мы печатаем это письмо братьям Ивану, Николаю и Василию Паневым. Привет вам, дорогие братья, от меня и всей семьи. Решил вам написать несколько слов в ответ на письмо, которое недавно получил от Вани. Ваня пишет, что он находится на корабле вместе со своими товарищами. Они расстреливают и пускают ко дну фашистских пиратов. Думаю, что не только Ваня, но и вы, Коля и Вася, также каждым на своем посту нещадно громите гитлеровских разбойников. Бейте же этих гадов крепче, бейте беспощадно, бейте за все кровавые злодеяния, которые творят они на своем черном пути. Пусть знают, взбесившиеся головорезы, что за кровь им отплатят кровью, за смерть десятками смертей. Дорогие братья, ваша мужественная и беззаветная борьба против кровавых фашистских разбойников – это борьба за счастье нашего народа, за культуру, за родину. Так не желайте ничего в этой борьбе с лютым врагом. Будьте стойки, мужественны, непоколебимы.
За вашей борьбой следит весь мир, все прогрессивное и культурное человечество. За вами стоит весь 200-миллионный советский народ. Оказывает вам всяческую поддержку, не жалея ни сил, ни средств для победы над этой смрадной бандой убийц и людоедов. Вы знаете, что советские школьники отдают все силы, все средства на помощь фронту. Учащиеся нашей школы собрали 1189 килограммов ягод и сдали их в фонд обороны. Большинство учащихся помогало колхозам убирать урожай. Я все лето работал без выходных. За летнее время заработал больше 100 трудодней. Сейчас начался учебный год. Я решил повысить качество учебы. Хочу на отлично окончить 10 класс и поступить в авиационную школу, чтобы, окончив ее, бить врагов так, как бьют их Здоровцев, Харитонов, Жуков. Дома у нас все в порядке. В колхозе жизнь бьет ключом. Успешно проходят уборочные работы. В этом году на колхозных полях вырос богатый урожай. Сестра наша Мария по-прежнему работает в огородной бригаде. Она вырастила великолепный урожай свеклы, огурцов, моркови. Сейчас овощи в большом количестве поступают на колхозный рынок. Мать также хорошо помогает колхозу. Она еще вполне справляется с нормой. Вам она шлет горячий материнский привет и дает наказ быстрее разгромить фашизм. Желаю вам и всем вашим товарищам по оружию самых лучших боевых успехов. С комсомольским приветом, ваш брат Анатолий. Павел Яковлевич Абатуров. Заслуженный учитель школы Коми АССР. Заслуженный учитель школы РСФСР. В 1941 году окончил физико-математический факультет Коми-пединститута. Работал в школах Прилузского района. Павел Яковлевич – учитель-фронтовик, участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красная Звезда. Александр Алексеевич Плосков, заслуженный учитель школы Коми АССР. В 1938 году окончил физико-математический факультет Коми-пединститута. Работал в школах села Пажги, села Летки, инспектором Летского и Прилузского райотдела народного образования. Александр Алексеевич Плосков – ветеран Великой Отечественной войны. Награжден орденами Отечественной войны первой степени и Красной Звезды. Михаил Михайлович Макаров. Заслуженный учитель Коми АССР. В 1941 году окончил исторический факультет Коми-педагогического института. Работал директором Краснозатонской школы номер 1. С 1966 по 1982 годы работал директором Сыктывкарского педучилища номер 2. Михаил Михайлович – ветеран Великой Отечественной войны. Награжден орденами Красной Звезды и Трудового Знамени. Павел Степанович Ларев. Заслуженный учитель школы Коми АССР. В 1947 году окончил физико-математический факультет Коми-пединститута. Работал директором в школах номер 1, учителем в школах номер 14 и номер 16, заместителем директора и директором школы номер 16 и номер 21 города Сыктывкара. Павел Степанович – участник Великой Отечественной войны. В составе 37-й гвардейской стрелковой дивизии 118-го гвардейского стрелкового полка участвовал в боевых действиях в Смоленской области, на Сталинградском фронте и Курско-Орловской дуге. Награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, медалью за оборону Сталинграда. Владимир Алексеевич Шергин. Заслуженный учитель школы Коми АССР. Отличник просвещения СССР
и РСФСР. В 1950 году с отличием окончил физико-математический факультет Коми-пединститута. Работал учителем математики в Сыктывкарской средней школе номер 14, инструктором отдела школ, отдела областного комитета КПСС, заместителем министра просвещения Коми АССР. С 1962 года в течение 15 лет возглавлял Министерство просвещения республики. Владимир Алексеевич Шергин – участник Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями. Константин Николаевич Туркин – заслуженный учитель школы Коми АССР. В 1950 году с отличием окончил филологический факультет Коми-пединститута. 16 лет проработал учителем, завучем, директором в средних школах номер 7, 5, 1 и 4 города Воркуты. 6 лет заведующим кабинетом русского языка и литературы Института усовершенствования учителей и 3 года директором средней школы номер 35 города Сыктывкара. Константин Николаевич – участник Великой Отечественной войны. За боевые подвиги награжден орденами и медалями. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.